ответить. Как вы... А можно вас спросить? Да? Давайте вас спросим. Как вы думаете, почему были отменены выборы губернаторов? Я думаю, здесь вопрос состоит не в том, какой губернатор придет, а состоит вопрос, сможет ли решить всемирную проблему. Проблема сейчас заключается в том, что люди относятся немножко неправильно друг к другу. Как повелел апостол Иисус: относитесь к ближнему так, чтобы относились и к вам. Даже президент не сможет решить ту проблему, которая настигает нас всех. А вы знаете конкретно о этой проблеме? Пару слов буквально. В этой книге написано все, и уже все написано. Я лишь простой увещеватель. Дело здесь в том, что расцветают уже почки. Пора задуматься. Книга Коран – самое священнее. Ла илляха илляллах Мухаммадан Расулуллах. Это говорится, что я признаю, что Мухаммад – посланник Аллаха, и Бог для нас всех, Он един. И некоторые структуры, которые, может быть, мне не нравится в данный момент, что ни один губернатор не сможет остановить то, что, наоборот, этот губернатор только ужесточит эту проблему. Натиск, притеснение ислама. Кто имеет право оскорблять ислам? Никто не имеет права. Даже в присутствии в сегодняшнем и в данный момент оскорбления я присутствую. Оскорбление, братья мои, заключается в том, что книга Коран не несет терроризм. Книга Коран несет любовь, процветание, понимание Всевышнего Творца. Пора сесть и задуматься. Мы все работаем в этом мире и совершаем работу государственную, но не совершали, времени нам не предоставляли совершать работу духовную. А мы все люди, мы все ходим под одним Аллахом. Еще такой вопрос. Задайте вопрос. Как вы относитесь к тому, что Дмитрий Медведев внес поправки в статью Конституции касаемо срока президентской службы и службы госаппарата? Я думаю, те конституции, которые установил господин Медведев, и те конституции, которые двигаются с того момента, как я нахожусь у вас. Я не у вас. Мы все одно целое на одной земле. Но эти поправки бессмысленны. Я даже не том, что не боюсь. Он тоже человек такой же, как и я, и как и вы. Он просто занимает должность. Но самая главная конституция — это в Коране. И она должна править миром. И один должен быть правитель. А то, что сейчас правители существуют, это не правители. Это просто люди, такие как мы. Я желаю всем очищения. Благого очищения и выздоровления. Насчет курения я согласен. Немножко поправка идет хороший, оздоровительный характер несет в этом мире. А если говорить именно о сроке президентской службы и госаппарата, как вы считаете? Сроки... Правильно, с 4 до 6 лет увеличить? Я думаю, что здесь таится вопрос совсем другой. За Конституцией поправки то, что 6 лет. 6 лет удержать и попытаться внести какие-то изменения. Но Всевышний Аллах лучше знает. Кроме него никто не сможет справиться с этой проблемой. И пора. Время наступает нам всем задуматься. Даже президенту. Мы все будем стоять в этом дне. Все писания, братья мои, сбылись. Ждите
часа и секунды знает только и владеет умой только Всевышний Творец. Конституция одна дана исламом, это Коран. И кто ее не признает, мы будем все не страдать. Здесь дело не страдания в нашем мире. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы смотреть на тебя и принижать тебя. Мы должны, наоборот, слабо говорить: иди сюда, попробуй здесь, сироты. Ни в коем случае не обижайте. А кто знает, что ты сирота или не сирота? А ислам говорит: не обижайте сирот. Почему? Потому что никто не знает. Ибо относитесь ко всем одинаково. Спасибо большое. У вас очень... Я желаю вам всех благ и процветания в вашей работе в таком плане, чтобы несли людям добро, нравственный характер. толерантность. Да, я знаю, что вы сейчас проводите какой-то тренинг для... вы только начинающие. Да. Начинающие, это я понимаю. Смысл не в том, что я тоже разговариваю с вами как... разговаривал как с настоящими. Не потому, что я вас всерьез не посчитал. Вы поймите меня правильно. И я знаю, что это все как бы с одной степени камера, но с одной степени я вижу, какой-то молодой человек, и только начинающий. У вас все впереди. Но не забывайте все слова. Почитайте родителей. Они самые святые. Аллах сказал: я наверху, а вам посылаю родителей, почитайте их. Мать и отец для нас всех это святое. Берегите родителей и подчиняйтесь. Они вам вреда никогда в жизни не принесут. Вам мира желаю. Взаимно.